была окончена Вторая мировая война, в которую было втянуто практически там добрая половина населения земного шара. И самое, наверное, торжественное, что война закончилась, и с тех пор подобного рода события не допускались на планете Земля. Всех, кто чувствует сейчас, знаете, у нас была такая небольшая дискуссия с Натальей Витальевной, стоит ли проводить традиционный наш субботний маркетинг-план в день 9 мая. Решили, что да, стоит, потому что те люди, которые жестко настроены отпраздновать 9 мая, они могут спокойно отпраздновать, эфир посмотреть 10-го. А те люди, которые находят в себе возможности и ресурсы посмотреть прямой эфир, посмотрят прямой эфир 9-го. То есть у нас бизнес-свободное предпринимательство, и, наверное, самое главное достижение Второй мировой войны, окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, то, что мы получили свободный мир, в котором мы свободные люди, и самое главное, что у нас есть выбор, где жить, как жить, чем заниматься. И, наверное, это самое большое достижение, которое есть. Еще раз всех с грандиозным праздником, вечная память нашим дедушкам, бабушкам, для большинства, я так понимаю, это дедушки и бабушки, кто участвовал в этой победе, кто участвовал, был работником фронта, тыла, неважно, то есть кто сражался, и практически в каждой семье есть погибшие в Великой Отечественной. Вечная им память, и давайте будем достойны своих великих предков, и будем понимать, что та свобода, это жизнь, в которой мы живем, и сама жизнь, она нам досталась не просто так, а потому что кто-то за это сражал, воевался, не доедал, не досыпал, там, испытывал всевозможные лишения и пережил вообще вот эти 4 страшных года. И теперь мы переходим к деловой части нашего мероприятия, поэтому все, кто настроен праздновать, могут уже начать праздновать, а запись второй части посмотреть чуть позже. И мы будем рассказывать о предпринимательстве в партнерстве с компанией Amway. Дело в том, что, да, вот такой хороший слайд, весь мир в ваших руках, это вот как раз тот самый мир, за который 75 лет назад и сражались наши предки. Мы будем говорить о предпринимательстве Amway, потому что, ну, наверное, самый лучший рассказ об этом предпринимательстве — это показ маркетинг-плана, в котором содержится главная идея, которую предложили основатели компании. Это идея изменить свои звезды и любому человеку абсолютно начать свой собственный бизнес. Здесь такой слайд есть из книги Роберта Кийосаки «Квадрант денежного потока». Большинство наверняка с ним знакомо. Хорошая такая четкая концепция, что люди делятся по способу зарабатывания денег на 4 сектора. Работа по найму, работа на себя. В этих секторах доход основан на активности, и в них занято порядка 90% людей. И в правой половине находятся бизнес и инвестиции. В них занято другие 10% людей, зарабатывающих 90% денег. Эта статистика приблизительно одинаковая во всех странах мира. И я где-то читал исследование, что так происходит не случайно, просто генетически люди делятся по определенным генотипам. И вот, собственно говоря, заниматься бизнесом и инвестициями — это определенная способность перерабатывать риски. И там реально 4-6% людей в мире генетически к этому расположены. Поэтому даже если мы берем такие страны, где очень-очень-очень развит предпринимательство, в основном это все равно мелкий бизнес, который сводится к работе на себя. Либо работа по найму в больших компаниях или в маленьких компаниях. Ни хорошо, ни плохо, ни то, ни это, просто момент какой. Давайте посмотрим еще раз на этот слайд и поймем, что с правой стороны денег приблизительно в 80 раз больше, чем с левой. И если мы включим вот то, что показывает Роберт Кийосаки, голову, да, то понятно, что справа оказаться гораздо веселее и интереснее. Весь вопрос, как это сделать. Потому что сделать это достаточно сложно, и прежде всего, если мы захотим начать свой собственный бизнес, у нас возникнет вопрос идеи, что делать. Идеи, соответственно, делятся на здравые и нездравые, сумасшедшие не сумасшедшие, рабочие не рабочие. Но смысл в том, что
идея это еще не все, потому что к идее нам необходимо будет добавить знания, как вести дела, нам нужно будет научиться разбираться в людях, и вообще чем больше бизнес, тем больше нагрузки несет на себе владелец этого бизнеса, в основном нагрузки эмоционально-интеллектуальной. Потому недавно я разговаривал с одним человеком, он неожиданно стал директором небольшого относительно предприятия, на него свалилась огромная куча головников, о которых он даже не подозревал, он сейчас стал не владельцем, а просто директором. Ну вот, я говорю, ну вот видишь, говорю, вот теперь представь, какую нагрузку на себе тащат люди, у которых работает там не 10 человек, не 20, а там сотни или тысячи, или даже десятки тысяч. Вот, поэтому что нам нужно? Нам нужна идея, нам нужны знания, нам нужно время. Никакой бизнес не обойдется без стартового капитала. И чем более серьезное предпринимательство мы хотим начать, тем больше денег нам придется вкладывать. И зачастую люди очень неверно оценивают, начиная какой-то стартап, как сейчас модно называть, начиная какое-то предпринимательство, они очень неверно оценивают, сколько же в итоге понадобится денег. И большинство вот этих стартапов гибнет не на моменте даже идеи, не на моменте старта, а на моменте, когда выясняется, что очень сильно ошиблись в расчетах, сколько потребуется денег. Ну и вот такое понятие риск, вот собственно говоря риск и разделяет нас, не предпринимателей, а от людей, которые являются предпринимателями, владельцами своего дела. И риски несем все, и вот сейчас вот, ну, допустим, ситуация в России, ну, катастрофичность, как я оцениваю, в том, что сейчас опасно быть не только неуспешным предпринимателем, потому что возникнут проблемы с банками, с наемными работниками, которые через там, прокуратуру и все остальное будут требовать всю зарплату. Но еще есть риск стать успешным предпринимателем, потому что сразу возникает достаточно большое количество людей, облеченных разными силовыми возможностями, чтобы отжать вот этот самый успешный бизнес. Вот, поэтому вот внизу есть такая строчка, она мне очень нравится. Если у вас нет времени для рискованных экспериментов, ваш бизнес Amway. Поясню эту строчку. Дело в том, что зачастую про предпринимательство в партнерстве с компанией Amway люди рассуждают приблизительно так. Ну вот когда у меня все вообще в жизни не получится, когда вот уже ну, вот вообще никаких возможностей не будет, вот тогда я займусь бизнесом Amway. Но опять-таки это все, как это сказать, это определенный, но это даже не образованность, забыл это слово русского языка, ну какого-то невежества, что ли, то есть человек не знает о том, что очень много зависит от его позитивного настроя, от его энергии. И когда у него всю жизнь не получилось, у него ни энергии, ни позитивного настроя нет, и привлекать людей, воодушевлять их, будучи самим невоодушевленным, подавленным, но, мягко говоря, сложновато. Поэтому я рекомендую бизнесом Amway как раз начинать заниматься, когда у вас в жизни все хорошо. То есть если у вас сейчас такой момент, что у вас вот прямо все отлично в жизни, это самый лучший момент начать бизнес Amway, потому что вы находитесь в самой лучшей своей там, физической, энергетической, эмоциональной форме, как раз то, что нужно для того, чтобы бизнес Amway построить. Если у вас не такая ситуация, то да, когда вам нужен был бизнес? Он был нужен вчера, но это если не начать его сегодня, то и завтра его тоже не будет. И все время человек будет находиться вот в этом вот вчера, когда был нужен уже бизнес. Вот, собственно говоря, схема, откуда приходят деньги. Я очень люблю этот слайд, потому что, собственно говоря, весь остальной маркетинг-план это подробности. Что важно здесь понять, что компания Amway, создавшись как производитель экологически чистых, очень экономичных и очень эффективных продуктов, она изначально предложила другой способ продвижения своей продукции на рынке. Это была на тот момент практически революционная идея. Они нашли деньги там, где они есть, но где на них никто сильно не смотрел. Классическая схема выглядит так. Оптовый продавец, розничный продавец, реклама. Да? Вот здесь может все меняться как бы в процентах раскидки. Но когда-то было очень много оптовых продавцов. Вот приблизительно 20 лет назад мог быть один большой оптовик, потом поменьше оптовик, потом мелкий опт, и потом только наконец-то все это доходило до розницы. Ну вот компьютерные технологии убили практически оптовый бизнес, он остался либо уж очень совсем большим, либо просто перешел в логистику. Соответственно, вот просто деньги перераспределились. То, что раньше забирали оптовики, больше стали забирать ритейл, розничные продавцы. Ну и реклама, которую мы все очень любим,
и каждый раз переключаем с одного канала на другой, и все равно попадаем на рекламу. И вот эта схема устроена таким образом, что конечный потребитель все равно отдаст свои деньги и за рекламу, и розничным продавцам, и тем оптовикам, которые остались, потому что это такая схема, и в ней это заложено. Она не хорошая, не плохая, но когда я посмотрел, например, цифры, сколько в мире тратится на рекламу, если честно, это там какие-то сотни миллиардов долларов, и это деньги, которые не могут быть не потрачены по той простой причине, что как только производитель попробует не рекламировать свой продукт через там, телевизор, там, интернет или еще что-то, опять-таки меняются только каналы подачи информации, продажи начинают идти вниз. Поэтому вот эта схема, она существует в таком виде, и в ней приблизительно 60% от цены товара уходит на то, чтобы этот товар продать. Компания МВ предложила альтернативный способ движения продукции на рынке. Она состыковала непосредственно производителя и потребителя. То есть мы как потребители покупаем продукцию непосредственно у компании Amway. Мы можем ее приобрести у дистрибьютора компании Amway, то есть у независимого предпринимателя, который сделает то же самое, купит напрямую производителя и просто отдаст нам, если мы оказались вот такими вот розничными покупателями, не очень считающими деньги и не очень вникающими вообще, ну, заплатившими за сервис, назовем это так. Но смысл схемы все равно он один, то есть от производителя до потребителя продукция идет без посредников, без каких-либо передаточных звеньев. И абсолютно неожиданный плюс, кроме очевидного здравомыслия, что мы сэкономили достаточно большие деньги на то, что хотя бы не тратятся они на рекламу или не тратятся на розницу, такой дополнительный маленький бонус оказался, что в эту схему не может попасть контрафактный продукт, которого на самом деле превеликое множество. Если вы, например, были в городе Нью-Йорке когда-нибудь, мы думаем, что только в нашей стране такая печаль. Нет ничего подобного. Вот мы гуляли с Таней не так давно по Манхэттену, и там целые углы, целые развалы сумок Луи Вьютона, стоят ребята афроамериканцы и радостно там за пару десятков долларов вам продадут Луи Вьютон или там еще какой-нибудь там Шанель какой-нибудь. Ну, в принципе, все, что вы хотите приобрести, но не можете себе позволить, точно так же продается, как и у нас, собственно говоря. Ну, кроме там сумок Луи Вьютон, ничего страшного, на этом рынке еще присутствуют поддельные средства бытовой химии, что уже совсем печально, потому что никто не знает, что туда написано. Поддельные средства личной гигиены, что еще катастрофичнее и так далее. То есть вот такой неожиданный дополнительный плюс оказался в том, что вот эта модель избавлена от попадания в нее контрафактного товара. То, что касается потребления и интересов потребителя, клиента, находится, соответственно, с правой стороны от НПА. То, что касается бизнеса и предпринимательства в партнерстве компании МВ, находится с левой. Слева у нас находится вознаграждение, вот 21% вознаграждения за достижения, 6% вознаграждения за лидерство и 3% другие вознаграждения. Собственно говоря, вот расшифровкой всего этого мы и займемся следующие несколько минут. Немножечко о продукции. Вот в принципе надо знать, что компаний, которые начали после компании МВ использовать схему прямых продаж, их превеликое множество. Только в ассоциации прямых продаж входит порядка 600 компаний. Другое дело, что первые 5 компаний из этого списка, они забирают порядка 90% рынка. Вот, и компания МВ это компания номер 1. Момент в том, что в конце концов, какой бы ни был бы красивый маркетинг-план и какое бы ни было бы заманчивое предложение, мы уткнемся в то, востребован ли товар у конечного потребителя и получает ли конечный потребитель выгоду от покупки этого продукта, то есть является ли он для него разумной и интересной сделкой. Компания Amway оказала, работает в 6 основных направлениях. То есть это дом, который есть у каждого человека, это продукция по уходу за домом, питание. Да, так получилось, что мы люди, и мы едим, и у нас есть несколько брендов в этом направлении. Это Nutrilite прежде всего, это моя любовь на сегодня самая большая. Благодаря Nutrilite и тем, что мы вообще сотрудничаем с компанией Amway, мы начали вникать в вопросы здоровья и
на мой взгляд, неплохо в этом продвинулись. Есть посуда iCook, которая позволяет нам очень вкусно и полезно готовить. И тоже у меня есть партнер, который жалуется теперь, что трудно где-то вкусно покушать, потому что мы готовим вкуснее. Есть программа Bodycane на некоторых рынках, уникальный абсолютно продукт, но сейчас не о нем. Мы ухаживаем за своим телом, у нас есть несколько направлений. Есть потребность у человека пить чистую, именно, то есть не очищенную от всего воду, а именно чистую воду, да, то есть и вот, то есть правильную воду. Вот у нас есть уникальная система eSprint, которая позволяет это делать. Мы ухаживаем за полостью рта, и люди хотят быть красивыми и выглядеть симпатично по разным причинам, но, например, одна из них, надо знать, что красивым, как бы ухоженным людям им больше платят даже на традиционной работе. Ну, это проводили такое исследование, выяснили, что чем как бы привлекательнее выглядит человек, тем работодатель почему-то хочет ему больше платить. Ну, как бы как тоже такой маленький дополнительный бонус от сотрудничества с компанией Amway. Сейчас мы поговорим о предпринимательстве Amway. В России работает вот такая схема, она постепенно внедряется на других рынках, то есть Россия просто была одной из пилотных проектов, где достаточно четко отделены покупатели, клиенты от людей, которые называются предпринимателями. Здесь есть вот такой поэтапно у нас переход от клиента к VIP-клиенту плюс и, собственно говоря, к НПА, который уже оформляет свои взаимоотношения не только с компанией Amway, но и с государством, то есть становится налогоплательщиком по той схеме, по которой это работает в данной конкретной стране. Клиент — это просто покупатель, который имеет скидку на продукцию компании Amway 15%, он бесплатно регистрируется и автоматически становится VIP-клиентом, как только приобретает продукцию на 10 тысяч рублей в течение 12 месяцев. VIP-клиент не имеет выплат, он имеет определенные скидки, промо-акции по программе лояльности, и его скидка на продукцию Amway 23%. Дальше у нас человек может перейти в категорию VIP+, это как раз переход от просто потребления к спонсированию. То есть спонсирование — это продажа маркетинг-плана. Дело в том, что у нас по большому счету, если мы посмотрим, ну так совсем грубо, есть два продукта в бизнесе Amway. Это, собственно, там 500 наименований разного рода продукции и один продукт, который называется маркетинг-план. То есть мы предлагаем зарабатывать деньги в партнерстве с компанией Amway вот по той схеме, по которой предложила компания Amway там порядка, сколько там, 60 лет назад, уже чуть больше, чем 60 лет назад. И VIP-клиент, он получает уже дополнительные выплаты по разным программам, еще, может, не оформившись, имеет возможность это сделать, не оформившись как налогоплательщик. Независимый предприниматель оформился как налогоплательщик, у него исчезают те программы, которые есть в виде скидок у VIP-клиента плюс, но зато он получает деньги на свой счет, ИП, ООО, сейчас есть еще категория, которая называется самозанятость в России, уникальная вещь абсолютно. То есть, смысл в том, что он начинает получать бонусы не скидками, а деньгами. Или деньгами, кому как больше нравится, но главное, чтобы они были. Собственно говоря, переходим к концепции маркетинг-плана. Несложно представить, первое начинаем с личного потребления, что вот такой синенький большой кружочек — это лично вы. Что лично себе вы чего-то купили в России, это на 5000 рублей, там, на 50 баллов продукции. Я, к сожалению, не могу сказать, сколько это в гривнах или в евро, например. Но схема одна, то есть несложно себе представить, что вы на такую, скажем так, вполне нормальную для любой покупки, для любого чека в супермаркете сумму чего-то себе купили там на 5000. Нетрудно представить. Дальше, представьте, что вам действительно понравилась продукция. Это очень важно, сформировать себе отношение к продукции. Вот, когда вам нравится. Вы пользуетесь продукцией, и люди, которые ваше окружение, ваши знакомые, не случайно, а благодаря вашей какой-то активности, тоже стали приобретать себе на те же 5000 рублей в месяц. Тоже несложно представить, что вы нашли 3 таких человек, которые, например, заботятся о своем здоровье, поэтому стали покупать у вас не у вас, а у компании Amway мультивитаминный комплекс Double X, например, Омегу-3. Вот, собственно говоря, 5000 там практически набежало. Таких человек 3, и получился момент, что вы набрали 200 баллов, вот таким образом вышли на первую ступеньку вознаграждения 3%,
получили вот эти все деньги, то есть написано выгода где-то 3600 рублей, но вот представьте, что на 5000 вы покупаете, а на 3600 рублей вы получили, ну, как бы кэшбэк такой получается назад. То есть вы для себя продукцию вы покупаете уже очень-очень-очень недорого. Несложно представить, что среди ваших знакомых нашлось несколько человек, ну, вот на этой схеме 6, которые повторили то, что вы сделали на предыдущем слайде. То есть начали лично пользоваться и нашли там 3-4, там 5, может быть, семей, которые делают то же самое. В такой ситуации ваши баллы суммируются, ваши 200 баллов и 200 баллов ваших партнеров, они суммируются, у вас получилось 1400 баллов оборота, и ваше вознаграждение по маркетинг-плану 9%, 7500 там рублей, плюс остальные выплаты, и доход суммарный оказался уже 11 тысяч с половиной рублей. Плюс еще надо понимать, что сейчас заработала такая уникальная программа, это программа «Бронзовый старт» называется в МВ, долго думали над названием, но придумали такое. Смысл не важен, название не важно, важен смысл. Смысл в том, что если вы делаете оборот в определенной конфигурации, то ваш бонус увеличивается на 25%. Это, ну давайте так, по-честному, это очень существенная прибавка, и компания МВ сделала очень правильную вещь, на мой взгляд. То есть она отделила тех людей, которые просто пользуются продукцией, получают какие-то дополнительные по программе лояльности, ну, как сказать, маленькие плюсики, да, или большие плюсики, а тех людей, которые целенаправленно занимаются строительством МВ как предпринимательство. И тем людям, которые намерены это развивать как свой бизнес, компания МВ увеличила бонусы, но вот на старте на 25%, что очень здорово. Речь идет о том, что вы уже стали либо ИП, либо самозанятым, ну то есть перешли в категорию налогоплательщика. На следующем шаге мы понимаем, что ваши люди при вашей помощи, при вашей поддержке, при вашей активности могут легко повторить тот результат, которого достигли сперва вы. Но здесь мы даже идем по схеме упрощения, что не нашли не по 6, а по 4, к примеру, человека. И получилось, что оборот вашей группы 31 человек по 200 баллов, там 6200 баллов, вы перешли на уровень выплат 15%. И если сложить вместе все вознаграждения, которые есть, то получается такая существенная сумма, порядка 80 тысяч рублей в месяц, что на сегодня приблизительно в 2,5 раза перекрывает среднюю зарплату по Российской Федерации. Ну, это около, что здесь получается, 1000 евро, то есть если переводить в такую, в общепонимаемую валюту. Очень неплохая выплата в качестве дополнительного дохода. Что нужно понимать, что бизнес МВ это всегда деньги плюс, то есть это не бизнес взамен того, чем вы сейчас занимаетесь, это не бизнес взамен вашего существующего предпринимательства или вашей работы, на которую вы ходите. Это дополнительные выплаты к тому, что вы сегодня имеете. Просто в свободное от работы время, вместо просмотра там пары-тройки любимых сериалов, которые можно будет посмотреть чуть попозже, вы порисовали людям кружочки, пообщались с ними. Сейчас это можно делать, ну и раньше можно было делать, но сейчас просто это актуальнее в интернет-пространстве. И используя такой слабый аргумент, конечно, как здравый смысл, вы набираете свою команду из здравомыслящих людей, желающих сэкономить, либо заработать. Здесь уже включается вторая программа, кроме бронзового старта, еще есть бронзовое вознаграждение, это плюс еще 35% к вашим бонусам, то есть здесь, видите, у вас бонус был 47 тысяч, к нему добавилось там 12 по программе бронзовый старт, и добавилось еще 35% по программе бронзовое вознаграждение. Подробно обо всем этом вам расскажет человек, который вас пригласил, если интересно подробности, потому что меня, допустим, такие детали никогда сильно не интересовали, мне интересно было, сколько я могу заработать денег и что мне, собственно, для этого надо сделать. Следующий момент, когда люди вот в вашей группе на третьей глубине присоединились, и 79 человек в вашей группе оказалось, 10 тысяч баллов вы переварили, 21% максимальная выплата по бонусной шкале. Да, на это ушло какое-то время, от полугода до года. И надо понимать, что это время
на строительство бизнеса, сколько времени потребуется на то, чтобы вникнуть, на то, чтобы убрать тех тараканов в голове, которые бегают, особенно их много у людей, которые, ну, не то, что я сейчас объясню, в чем дело, я наемный работник, то есть я лично сам все время работал по найму, да, и для меня предпринимательство это было что-то абсолютно, ну, там, непонятное, да, то есть в каком плане, то есть, допустим, до занятия бизнесом МВ я даже не подозревал, что это настолько разная деятельность. То есть одно дело копать от забора до обеда, а второе дело, когда ты сам должен ставить перед собой цели, ты должен какие-то вещи вникать, то есть это все зависит от тебя там, и так далее. То есть позиция наемного работника, она зачастую, ну, гораздо проще, да, я пришел, то есть вот я отсидел на работе 8 часов, заплатите мне денег, да, там, ну, все беды и горести берет на себя организатор этого процесса, там, менеджер или работодатель, там, не принципиально. Поэтому вот эти вещи их придется преодолеть, то есть каким-то вещам придется научиться, но хорошо, что это не сложно и не трудно, просто надо иметь желание, а ресурсы для того, чтобы этому обучиться, есть. Поэтому на своем примере я хочу сказать, что лично мне потребовалось какое-то время для того, чтобы вникнуть, что это это предпринимательство, б, что это мое предпринимательство, и в, как надо заниматься своим собственным предпринимательством. Вот. Другое дело, что потом я убедился, что если мы залазим на поле классического бизнеса, да, где мы выступаем в роли инвестора или в роли организатора процесса, мы натыкаемся на такое количество ну, разного рода сложностей и препятствий, что бизнес МВ это, ну, просто какая-то сказка, какое-то, знаете, такое волшебство, такое fairy tale такая вот, ну, где вообще все просто, легко, и даже если ты там, у тебя не получится, ты всегда можешь начать заново, потому что ты, собственно говоря, ничего не потерял. Ни здоровье, ни деньги, там, ни какие-то репутационные риски, то есть ничего этого нет. Вот. Поэтому смотрим, что на уровне 21%, 166 тысяч доход, где-то год требуется на то, чтобы этого уровня достичь. Сейчас, возможно, это будет быстрее, потому что люди стали более активные, больше людей находятся в поиске, они просто ищут возможность, и надо им эту возможность предложить. Двигаемся дальше. Доход 2000 евро это доход на уровне 21%. Но если мы пришли в этот бизнес не только за деньгами или деньгами, да, мы пришли за таким интересным моментом, как свобода, как личная свобода, то нам нужно найти тех людей, которые способны выйти на уровень 21%, помочь им это сделать. И тогда включается еще один вид вознаграждения, это вознаграждение за лидерство, 6% с оборота группы. С 10 тысяч баллов, вот здесь нарисована цифра 50 тысяч рублей в месяц, и это, ну, как бы абсолютно другие деньги, то есть они ну, то есть так-то это да, то деньги, это деньги, но здесь у этих денег получается, ну, как бы они идеологически другие. То есть вы здесь перешли уже в позицию инвестора, то есть вы инвестировали в своих партнеров время, вы инвестировали в них знания, вы инвестировали в них силы, а за это получили вот такой процент от оборота их группы, который, ну, который даст вам возможность не зарабатывать, ну, то есть не тратить время больше на зарабатывание денег, вот эту, получить вот эту самую свободу от процесса зарабатывания денег. Я не знаю, то есть, ну, может быть, не ко всем это относится, но лично я убедился, что большинство людей не любит зарабатывать деньги. Большинство людей любит тратить деньги, иметь деньги, но сам процесс зарабатывания, вот эта охота за деньгами, она не вставляет, но для большинства людей это не является чем-то, ну, таким увлекательным и интересным, за исключением вот тех, может быть, там 60%, которые относятся к предпринимателям, ну, к настоящим бизнесменам и инвесторам. Вот, поэтому вот этот глоток свободы, и это первый момент, по которому
можно понять, что бизнес МВ уникальное предложение. Ну, во-первых, все подключаются к компании МВ, каждый является независимым партнером компании МВ. Независимым от вас в том числе, потому что вот этот ваш партнер, вышедший на уровень 21%, он не зависит от вас, а вы не зависите от того человека, который вас пригласил в этот бизнес, потому что вы являетесь равноправным и точно таким же, как он, партнером компании. Второй момент. На этой схеме как бы это в лоб не видно, но можно догадаться, что вот этот ваш партнер может зарабатывать больше, чем вы. И когда мне люди говорят, что там, ну, сейчас снова, знаете, люди очень, ну, как сказать, не оригинальны в своих возражениях. То есть те возражения, которые я слышу сейчас, это те же самые вознаграждения, что говорились 20 лет назад. И ничего не поменялось. Там одно из там таких странных фраз, что это пирамида. Друзья мои, вот это вот самый интересный момент, что если в любой пирамидальной организации, будь то армия или предприятие, или там церковь, или еще что-то, никому в голову не приходит, что нижестоящий может зарабатывать больше, чем вышестоящий. Но, собственно говоря, ради этого люди и двигаются по этой пирамиде вверх, для того, чтобы оказаться, ну, с большим количеством ресурсов, прежде всего денег, там, привилегий и всего остального. А в бизнесе МВ ситуация такая, что вы можете подключить человека, который станет больше, чем вы в бизнесе МВ. Получит больше значок, больше денег, больше признаний, больше привилегий там разного рода, больше вознаграждений. Но для вас это свобода, потому что вы стали свободным человеком от зарабатывания денег. И лично моя мечта в бизнесе МВ – найти еще несколько людей, которые станут больше, чем я, и дадут мне еще больше свободы, чем есть сегодня. Вот моя такая маленькая личная цель. Если таких партнеров 3, давайте посмотрим. Уровень называется «Изумруд». Порядка 3 миллионов рублей в год зарабатывает «Изумруд». Если таких партнеров 6, уровень называется «Бриллиант». Больше 5 миллионов рублей в год зарабатывает «Бриллиант», там в районе 6-6,5. Сейчас видите, сейчас такая чехарда с курсами, что я даже не знаю, как это перевести. Но вполне приличные деньги, которые зарабатывают меньше, по-моему, мы смотрели, меньше 2, что ли, или меньше 1% населения, работающего, так сказать, населения России зарабатывает такие деньги. Но не самый плохой вариант в любой стране мира входить, там, знаете, в 2-3% самых зарабатывающих людей. Дополнительные поездки есть. Но сейчас опять-таки, да, такая смешная ситуация, что мы не знаем, когда эти поездки снова будут. Но слава богу, что мы бизнесом МВ занялись чуть-чуть пораньше, чем все это случилось. И компания МВ нас провезла практически по всему миру. Причем самым таким классным вариантом, когда ты ни за что не платишь. То есть, когда ты сел в самолет, и дальше все оплачено или там уплощено, и ты просто наслаждаешься жизнью, потому что тебе не надо принимать решения, дорого это для тебя, дешево, там, стоит это того, не стоит того, ты потратил деньги, надо было их там или можно было обойтись. У меня было несколько поездок в жизни, когда я ездил за свои деньги, и реально, ребята, катастрофическая разница, когда за тебя все заплатили, и когда ты каждый раз думаешь, там, мы пришли в этот ресторан, а туда ли мы пришли. Вот. Надо ли бы нам было вообще туда заходить, или надо было пройти мимо и поесть где-нибудь пиццы просто на улице. Вот. То есть, ну, такие решения, они избавленные партнеры компании МВ, вышедшие на стабильный 21% и получающие поездки. У бриллиантов 2 поездки, у уровня выше есть 3 поездки в год. Но я надеюсь, что скоро мир снова откроется, пандемия или пандемия там пройдет, и мы снова станем свободными людьми, и весь мир в наших руках, а компания МВ за все заплатит. Собственно говоря, резюмируя маркетинг-план, вот посмотрите, есть 2 маркетинг-плана. Есть очень сложный маркетинг-план, который там много цифр, надо что-то считать, там какие-то выплаты там дополнительные, такие вот такие. Он начинается с 3%, заканчивается 21%. Это такой очень сложный маркетинг-план, который не все понимают, в нем надо разбираться как-то. Есть, с другой стороны, очень простой маркетинг-план. Если вы нашли 3 людей, желающих зарабатывать деньги в партнерстве с компанией МВ и с вами, то вы изумруд, это порядка 3 миллионов рублей в год. Если вы нашли 6 человек, это
6 миллионов рублей в год. Если вы нашли 9, то там ну, цифры чуть больше начинают там, в районе 10-12. Ну, дальше определенная путаница начинается, потому что после 12 людей, ну, как бы ваших партнеров, вышедших на стабильный 21% вознаграждения, еще больше. Но смысл очень простой. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. То есть, как бы, вот, можно вот так вот рассматривать этот маркетинг-план. Тогда он очень простой, мы понимаем, что мы делаем. Мы ищем людей, которые, может быть, захотят воспринимать вот этот сложный левый маркетинг. Ну, я не знаю, как бы. Составляющие бизнеса, ваши деловые партнеры. В центре вот нарисован такой гордый кружочек «Вы», потому что все это как бы для вас. Есть компания МВ, которой 60 лет. Есть ваша линия спонсорской поддержки. Это люди, которые уже имеют какой-то опыт строительства этого бизнеса и по маркетинг-плану это принципиально важно, заинтересованы в вашем успехе, потому что, знаете, я лично очень люблю иметь дело, когда мне понятен мотив человека. То есть, когда я понимаю, почему мне что-то советуют, или почему мне чего-то не советуют, да, делать. Вот в бизнесе Amway мотив прозрачен и понятен, называется маркетинг-план. Мы, как спонсоры, заинтересованы в успехе наших партнеров, потому что чем более успешные наши партнеры, тем как бы мы либо больше зарабатываем, либо свободнее. Как бы здесь уже кто зачем пришел. И обучающая система Diamond Alliance — это опыт строительства этого бизнеса, накопленный людьми, объединенными общими ценностями, объединившимися в такую организацию, которую мы называем Diamond Alliance. И самые разные люди в этой организации присутствуют в плане, там, кем они были до бизнеса Amway или кем они сейчас являются, но их объединяют общие ценности, и Diamond Alliance — это действительно уникальная обучающая система, которая позволяет человеку получать максимальные радости от строительства бизнеса Amway, как от процессе, так и наслаждаться бизнесом. Это то самое окружение, ну, ради которого, может быть, даже стоит построить этот бизнес. Как начать бизнес Amway? То есть нет ничего сложного, это самое простое предпринимательство в мире, начинается ну, ровно с того, с чего абсолютно любой бизнес — это мечта или какая-то цель, или ну, в крайнем варианте какая-то причина. Вот здесь написана очень умная такая фраза: принятие решения, постановка цели. Но это вата ватная, то есть как бы что это там сложно, там мы тут с Мишей. У меня есть сын Миша, вот он сейчас учится на первом курсе, у них там есть курс социологии, и там целая лекция была по целям. Я понял, что блин, мы гораздо лучше это все объясняем, потому что когда у человека есть мечта, все понятно. Вот, допустим, мечта быть богатым, прекрасная мечта, там, не знаю, там, мечта, там, чтобы ваши дети учились в каком-то престижном вузе, и чтобы вы могли это себе оплатить. Позволить себе заплатить за это. Если вы мечтаете, что ваш ребенок стал великим спортсменом, я вас удивлю, на это тоже понадобятся деньги. Я общался с отцом одного из наших там великих хоккеистов, и выяснилось, что это очень недешево все. Взять и вырастить чемпиона. Еще не факт, что получится, не получится, да, то есть здесь тоже есть риски. Вот. Но, в общем, мы говорим о какой-то мечте, и если у мечты появились какие-то конкретные сроки, она приобрела вид цифр, то это цель. А дальше мы работаем со списком наших знакомых. Да, здесь не нужно вкладывать деньги, мы все равно чистим зубы, все равно умываемся, и все равно нам нужны кастрюли, чтобы сварить суп. Но здесь как бы стартовый капитал — это тот список ваших знакомых, который у вас есть. Потому что это бизнес-партнерство. Мы предлагаем партнерство, свое прежде всего. Партнерство компании МВ и свое в том числе. Или прежде всего. И вот чем больше список, и чем он разнообразнее, тем ну, как бы проще, наверное, набрать команду, если делать дальше простые, понятные действия. У меня, кстати, был потрясающий список, когда начинал бизнес МВ, 2 человека. То есть вот я был уверен, что вот эти 2 человека присоединятся ко мне. Единственный, как выяснился, нюанс потом, что чтобы стать бриллиантом, надо 6 человек, а не 2. Но пришлось как бы вспоминать всех и писать вот эти вот 100-200 имен. И как выяснилось, я тоже их, ну, у меня, оказывается, не были, надо было просто ну, сесть, подумать и начинать записывать всех, кто знает, как меня зовут. И получилось, что можно набрать. Следующий шаг — это приглашение на деловую встречу. Сейчас мы общаемся больше онлайн, мы можем приглашать людей онлайн. Через какое-то время, я думаю, не так долго осталось, мы начнем встречаться там
по двое, по трое, по четверо. Можно будет уже перейти в офлайн режим. Мы проводим информационную встречу, мы показываем человеку продукцию и показываем маркетинг-план, либо показываем маркетинг-план, потом показываем продукцию. Это абсолютно не принципиально. Наша задача дать человеку выбор. Или он хочет покупать продукцию, или он, там и у нас есть несколько режимов, как он может это делать, либо его интересуют дополнительные деньги, и тогда мы ему предлагаем бизнес. Но дело в том, что человеку надо показать. Я помню, был на одном семинаре, там выступала Ева Мюллер-Меркац, она сказала, что ни один человек без маленькой зубной пасты из ее дома не выходил. И, как выяснилось, это работает, потому что даже если человеку не интересен бизнес, через какое-то время он возвращается к продукции. Да, бывают такие жесткие отрицания всего. Вот у меня было несколько планов недавно, когда люди абсолютно, то есть полное, ничего им не надо. Но опять-таки здесь задача не испортить отношения, расстаться как можно мирно, потому что мы не знаем, в связи с чем у человека такой настрой. Там, может быть, он с женой поругался с утра там, или еще что-то. Или может быть, мы лично ему не понравились, а там, через какое-то время понравимся. Но никто не знает, поэтому наша задача корректно провести эту встречу. Как это делать, вас научит человек, который вас пригласил на вот этот маркетинг-план. Это все несложно на самом деле. Вторая встреча, как бы дальше, запуск, опять-таки, если это клиент, то мы должны сформировать ему, помочь оптимальный набор. Если это человек стартует в бизнес, то у нас есть определенная технология запуска, потому что надо подключить человека будет до Life.info, надо будет подключить человека в систему, как бы включить его, чтобы он начал обучаться. У нас есть шаг, который называется стопроцентный потребитель. Это создание личного товарооборота за счет личного потребления и потребление, отсюда возникает вот это вот потребление клиентов, потому что, но сейчас как бы до вот этого момента перехода в жесткий офлайн онлайн режим мы просто показывали человеку, что у нас есть дома. Либо в МЦА это можно, в моем центре МВ можно было показывать, либо дома можно было показывать. Но когда мы начинаем бизнес МВ, мы начинаем его с тех людей, которые рядом с нами, то есть вот этот вот 10, 20, 30 человек, с которыми мы постоянно общаемся, и которых можем пригласить все домой в том числе. Можем показать продукцию дома. Я вот видел маркетинг-планы, наши коллеги из города Сочи, Сергей и Маргарита Смирнова, они показывали планы и показывали продукцию так сказать, в онлайн режиме. Ну, кстати, точно такое же впечатление на меня это произвело, как если вот ты сидишь и так смотришь. То есть это все вопрос навыка, не так это сложно сделать. И последний пункт — самообучение. Я начал с того, что да, вот так там создатель, там Господь Бог, кому как больше нравится называть, там природа, там кто избегает таких слов, распределила нас так, что мы разные. И не все из нас родились предпринимателями. И вот это вот, значит, там концепция типа там деньги в бизнесе, начни свой бизнес, она козырная, но людям никто не показывает, какое количество поражений и какие риски несут люди, которые начинают вот эти самые стартапы, там, предпринимательство. Нам рассказывают только суперпозитивные истории. И для большинства, подавляющего большинства людей, я читал статистику, допустим, по венчурным предприятиям, когда из 800 идей до коммерческой реализации доходит 5, из этих 5 коммерчески успешной остается 1. То есть любой предприниматель классического бизнеса, вот наши, например, коллеги и друзья, вот Сергей Бескровный, Наталья Немидова, я как-то с Сергеем общался, он сказал, что из 10 проектов 8 он знает, что закроются в минус, он просто не знает какие. 1 закроется в ноль, 1 закроется в плюс. То есть вот такие риски, нагрузки, издержки несет классический предприниматель. И мы зачастую не готовы к этому, ко всему. Поэтому мы не занимаемся тем бизнесом, который называется классический бизнес. Для нас, для людей, которые не хотят из 10 там, проектов, там, и непонятно, доживешь ты до этого одного прибыльного, для нас есть один классный проект, который называется Business Amway. Но это тоже бизнес Amway, и ему тоже надо научиться. И для этого у нас есть уникальная база знаний, которая называется Life.info. Мои партнеры это называют закрытой бизнес-школой. И учась в этой закрытой бизнес-школе Diamond Alliance, можно приобрести тот набор навыков, тот набор знаний, тот образ мышления,
который из любого абсолютно человека способен сделать успешного предпринимателя в бизнесе Amway, то есть человека, который зарабатывает хорошие деньги, бриллиант, изумруд, бриллиант, там, двойной и так далее. И я хочу закончить вот этой фразой: между мечтой и реальностью стоит стремление действовать и вера в осуществление мечты. Бизнес Amway начался с мечты двух людей, Ричи Деволса и Джея Ванандова. И бизнес Amway существует уже больше 60 лет благодаря тому, что десятки, сотни, тысячи, может быть, миллионы людей в этом мире воплотили благодаря этому бизнесу свои мечты в жизнь. И я очень благодарен Наталье Витальевне Йене за то, что она вместе с Джеймсом Вади создала систему, которая называется Diamond Alliance, потому что именно в этой системе мы себя чувствуем максимально комфортно. В этой системе мы можем использовать то, что мы все разные, но наслаждаться вот этим, из этого разнообразия, получать вот эту красоту жизни. И еще раз хочу поздравить всех с праздником, с Днем Великой Победы. Сегодня такой светлый,